Хаиму 16. Он самый юный прихожанин синагоги, уже свободно читает на иврите. 3-й год занимается с раввином. Я хотел бы в будущем стать раввином или преподавателем, как-то связать свою жизнь с религией и с изучением Торы. Не только изучать, но и обсуждать учение с этого дня можно в новом центре по обучению Торе. Центре, призванном воспитывать образованную молодежь. Люди, которые сюда приходят, молятся, люди, которые изучают Тору, они плохие вещи делать не будут. Вот эта молодежь, которая будет приобщена к этой культуре, она будет проповедовать только добро. Второй в России. Центр в стенах Казанской синагоги открылся после московского. Оба центра будут обучать по единой программе. Наш план также, что наши ученики из Москвы будут приезжать сюда, и преподаватели, и отсюда, может быть, в Москву. Поэтому будет точно обмен, знания. На 3-м этаже синагоги начинают обучать тех, кто уже в вере. По общей концепции спустя год отсюда будут выходить раввинами. А вот и первый урок. В учителях главный раввин России. В тонкости вникают старожилы. Чем человек более образован и культурный, а это очень важно, такая взаимосвязь, тем лучше делается дело. Тора была создана за 2000 лет до сотворения мира, что она является такой инструкцией по всему, что было, по всему, что будет. Иудеи считают, и открытие было предрешено свыше. Главная задача – сберечь учение для потомков. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.